Здравствуйте! В эфире «Время региональных вестей». С вами Лариса Шамаева и в начале главные темы выпуска. Долгожданный гость. Владимир Путин прилетел в Чеченскую Республику в рамках насыщенной программы. О ходе визита мы расскажем в нашем выпуске. Мы все пехотинцы. Пока у нас есть такие мужчины, мы точно совершенно, абсолютно непобедимы. Я желаю удачи. Глава государства пообщался с командирами, инструкторами и добровольцами, готовящимися отправиться на СВО в легендарном университете спецназа, названном в его честь. Успехи и достижения. Хочу вас поблагодарить за пристальное внимание Чеченской Республики. Все наши успехи достигнуты во многом благодаря лично вам. Рамзан Кадыров доложил Владимиру Путину в ходе рабочей встречи о социально-экономической обстановке в регионе. Безусловно, главное событие этого года – визит президента Российской Федерации в Чеченскую Республику. В аэропорту Грозного почетного гостя встретил глава региона Рамзан Кадыров и официальные лица. Свою ознакомительную поездку Владимир Путин начал с посещения могилы первого президента Чечни Ахмад-Хаджи Кадырова. Глава государства отдал дань глубокого уважения герою России, отметил его вклад в становление мира и благополучия в республике. Подробнее в материале Амены Тупелаговой. В столичном аэропорту приземлился вертолет долгожданного гостя. Визит президента страны Владимира Путина стал настоящим сюрпризом, ведь в последний раз он был в Чеченской Республике 13 лет назад. Встречали гостя первые лица региона во главе с Рамзаном Кадыровым. Сейчас народ обрадуется, да. Не знаю, да он похвалит или не, да он. Будут рады, счастливы, что президент приехал в республику, посетил, да он. Это для нас стимул, заряд энергии, да он. Это огромное счастье, да, для нас. Что хотите в первую очередь показать, о чем рассказать? Что пожелает президент, да он, то и покажем, да он. А так, это все он сам ручной управлял, да он. Благодаря ему у нас все успехи, да он, закончили войну, убрали, да он, разруху, да он, восстановили. Сейчас идет новое строительство. У нас строится жилье уже больше 6 миллионов квадратов, да он, жилья строится за год. Больше 7 миллионов будет, да он. Это немалая стройка, да. Он все знает, он великий человек, у него память хорошая. Что пожелает президент, то и покажем. Покидая воздушную гавань, колонна с главой государства проехала по ярким и уютным улицам Грозного и направилась прямиком в село Ахмат-Юрт к могиле первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Владимир Путин возложил цветы в знак глубокого уважения к выдающейся исторической фигуре. Мой друг, ваш родственник, близкий. Для меня друг. Я уже Рамзану говорю. Я очень хорошо помню его лицо. И когда он сердился, и когда улыбался. Очень выразительный человек. Очень талантливый. Очень порядочный, преданный человек. Преданный своей малой родине, большой родине. И, конечно, настоящий мужчина. Очень мужественный. Очень мужественный. Настоящий боец. Много сделал для чеченского народа. Я думаю, что в значительной степени спас чеченский народ. В том числе и жертвы собой. Это его огромная заслуга. И перед большой родиной, и перед Россией, и перед Чечней, и перед чеченским народом. Огромная заслуга. Покоится с миром. Знает, за что боролся.
Председатель Совета алимов Северокавказского федерального округа Хожа Ахмед Кадыров тепло поблагодарил главу государства за то, что он долгие годы эффективно руководит многонациональной и колоритной Россией и борется за исконные ценности народов нашей страны. Уважаемый президент, я здесь, у этой могилы нашего лидера, третий раз встречаю вас. Ваш приезд показывает, с каким уважением вы, верив ему, доверили работу в таком трудном регионе, как наш, овеянной войной в то время, террористами всех мастей. Но вы доверили ему, поверили ему. И эта ваша вера помогла и ему войти в доверие своего народа. И он это сделал. Сейчас наш регион самый спокойный регион. Вы сегодня своей благонравной позицией, жестоко отстаивающей свою позицию, ведете борьбу с извращенцами так называемого культурного Запада. Мы все это видим, народ видит это, народ вам поверил, народы всей России. Вы ведете борьбу с извращенцами, которые стараются обижать чувства верующих, а ведь наша страна многоконфессиональная страна, здесь и буддизм, здесь ислам, здесь христианство, здесь иудаизм и католизм, всякие нравы у нас здесь есть. Вы всех их оберегаете от того унижения, к которому нас сейчас толкает мир. Вам за это большое спасибо. Вам большое за это спасибо. Есть у чеченцев такая поговорка. Один ведет войско и побеждает, другой ведет войско и войско погибает. В чем здесь скрытый смысл? Когда у руля находится верный своему народу и своим идеалам военачальник, это войско побеждает. Когда у руля находится паникер, сколько бы у них не было силы, они погибают. Это такая поговорка у чеченцев. Мы сегодня в вас видим опору всей нашей страны, в частности веры. Вам большое спасибо за ваш труд. И мы молимся за вас, чтобы вы были у руля такого большого государства. Дай Аллах вам всех сил, чтобы вы дальше продолжали служить народу, так, как служите нынче. Спасибо вам большое за эти Большое вам спасибо. добрые, очень мудрые слова. Поскольку у нас есть такие мудрые люди, как вы, мы и стоим твердо. Да? Вам спасибо большое. Аминь. Счастливо. Ахмад Хаджи Кадыров сделал очень много для своего народа. Сегодняшняя обстановка в регионе целиком и полностью его заслуга. Ведь прочный фундамент в мир и процветания Чеченской Республики был заложен именно им. Золотыми буквами его имя навсегда вписано в историю страны. Амина Тупилагова, Сайтель Мампукаев при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики. Вести. Чеченская Республика. Владимир Путин посетил Российский университет спецназа в Гудермесе. Глава государства осмотрел учебный комплекс, понаблюдал за занятиями, пообщался с командирами спецподразделений, инструкторами и добровольцами. Как прошла встреча с бойцами, какие напутствия дал президент отправляющимся на СВО, расскажет Турпал Али Тайсумов. Российский университет спецназа имени Владимира Путина – это современная учебно-тренировочная база по подготовке профессиональных боевых кадров. Президент России вместе с главой республики Рамзаном Кадыровым прибыл сюда, чтобы лично убедиться в этом. Верховного главнокомандующего знакомить с материалами первой помощи и образцами оружия, в том числе и трофейного, захваченного в зоне специальной военной операции. Среди показанных образцов – пулеметы, штурмовые винтовки, а также пусковая установка известного противотанкового комплекса «Джавелин». Различные варианты кровоостанавливающих средств
средства оказания первой помощи, бандажи. Здесь представлены как российские образцы, так и трофейные образцы, то, что мы получили во время боевых действий. Наши инструкторы выезжали в зону СВО. Сейчас уже на уровне. В России уже начали производить на уровне достойного и хорошего качества. Преподаем по всем вот этим образцам, все рассказываем, объясняем, для того, чтобы бойцы, получив трофейное, могли также оказать первую помощь с помощью трофейных средств, которые на поле боя можно получить. Вот здесь у нас представлен образец экипировки нашего инструктора, нашего бойца, это противоскопный костюм. Все производство полностью российское, это компания Форттехнология, это компания Арсарма. Снаряжение представлено на бойце. В таком комплекте наши инструктора въезжают в зону проведения специальной военной операции и работают, воюют и уничтожают врагов. Умение ведения штурма и подавления врага отточенными действиями показали представители спецназа «Ахмат». А куратор Российского университета спецназа, начальник службы безопасности главы Чеченской Республики Адам Кадыров продемонстрировал навыки ведения огня во внеплановом выступлении. Почетный гость наблюдает за происходящим лично. В помещении комплекса «Первое лицо государства» ожидают собравшиеся командиры спецподразделений, инструктора РУСа и обучаемые ими защитники Отечества. Добровольцы обучаются у профессиональных инструкторов, а также у бойцов чеченских подразделений, которые прошли через горячие точки. Они прекрасно знают, как передать этот бесценный опыт тем, кто вскоре встанет на защиту государства. Владимир Путин пообщался со всеми. Президент страны поблагодарил бойцов за службу и подчеркнул, что пока в стране есть такие мужчины, готовые, не жалея себя, защищать интересы страны, Родина будет в безопасности. Мы живем для того, чтобы наши дети, внуки чувствовали себя уверенно на своей собственной земле, чтобы все смотрели только вперед, отметил глава государства. Конечно, здесь созданы уникальные условия благодаря руководителю Чеченской Республики. Он сам воин и боец, который знает, ради чего мы живем. Мы с вами живем ради Родины. И малой нашей Родины, и большой нашей огромной страны. Мы живем для того, чтобы она была сильной, чтобы наши дети, наши внуки чувствовали себя уверенно на своей собственной земле. И чтобы уверенно смотрели. И всегда, во все времена, несмотря на то, что страна наша сложная, она многоконфессиональная, многонациональная. Вот мы сейчас с Рамзаном ехали, говорили об этом. Но всегда у всех народов России, представителей разных религий, конфессий, всегда было и остается что-то общее. Это наша морально-нравственная основа и любовь к Отечеству. Уважение к старшим поколениям, уважение к нашей истории и наша вера в нашу будущее. И в разные времена сегодня не самые лучшие, не самые простые, но в разные времена, даже самые сложные, находились такие люди, как вы, которые не жалели себя ради своей Родины и ради будущего нашего народа. Я вот с этим хочу вас поздравить, хочу вас поблагодарить за решение подобного. И от всего сердца хочу пожелать вам удачи. И пока у нас есть такие мужчины, мы точно, совершенно, абсолютно непобедимы. Я желаю вам удачи. Рамзан Кадыров рассказал, что некоторые из присутствующих уже не впервые готовятся к выезду в зону специальной военной операции. Ребята выразили уверенность, что вместе они достигнут гораздо большего в борьбе с внешними угрозами. Почему вы здесь, Дуан? Расскажи, Дуан. Сколько раз? Пятый раз. Пятый раз. Да. Расскажи, Дуан. Откуда сам? Ростовская область, станица Багаевская. Зовут Иван. Наверное, потому что еще не доделали дело, которое начали делать несколько лет назад. Хочется до конца довести, чтобы дети никогда не касались этого. И надежда на нас, опыт получили. Не посылать же молодых.
Хотя молодые сейчас есть, делимся опытом, передаем опыт как тактически, практически, так и психологически. Поэтому надо закончить начатое, потом отдыхать будем. Да, есть. Хорошо, что есть у нас такие парни, такие мужчины, которые готовы к решению таких задач, не боятся этого. То есть бояться надо, но преодолевают все ради Родины, ради наших людей и готовы встать на защиту этих людей. Спасибо. Вот они брали Мариуполь, вот они зашли, почти 7 километров осталось до Киева, они были там. Он был командиром. Вот. Это все ребята, которые прошли там, готовы, они все командиры полков, ничего им не нужно, полностью оружие, техника, все, что нужно для военных действий, вы обеспечили, они готовы выполнить ваш любой приказ. Я всего лишь пехотинец. Мы все пехотинцы, мы все в этом смысле в одинаковом положении. Удачи вам, ребята. По традиции следует памятная фотография и известным всем и каждому слоганом. Ахмат! Сила! Россия! Бой! Аллаху Акбар! Аллаху Акбар! Путин! Наш президент! Ура! 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 Руководитель Российского университета спецназа имени Владимира Путина Байбетр Вайханов рассказал, что они готовы и дальше доказывать свое мастерство, где бы ни находился противник. Когда к нам в гости приезжает наш глава республики Рамзан Ахматович Кадыров, после его приезда у нас всегда бывают хорошие плоды. Сегодня к нам приехал президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Я думаю, у нас будет еще больше плоды, и мы ни на секунду не сомневаемся, что мы будем намного больше расширяться после его приезда и будем носить свой вклад в зоне СВО больше во всех направлениях, там, на обучение наших спецподразделений, не только нашей республики, и всего нашего государства. И обязательно уже и даже начало СВО наши враги почувствовали наш вклад. У самих добровольцев от такой встречи, по их признанию, поднялся боевой дух. Они подчеркивают, что увидеть президента с собственной персоной, да еще и так близко, это лучшая мотивация продолжать свое правое и храброе дело. В первую очередь продолжить, закончить то, что наши деды не закончили. Все туда идут не за наградами, а идут, чтобы у наших детей было мирное небо над головой. Подготовка великолепная, инструктора профессионалы, перенимаем невероятный опыт. Поэтому на поле сражения всегда доминируем и, иншаллах, победа будет однозначно за нами. С такими мотивированными защитниками наша Родина будет под крылом надежной защиты, поддерживаемой постоянным вниманием не только руководства региона, но и лично президента России Владимира Владимировича Путина. Турпал Алита Исумов, Сайтымин Мусаев и Харон Абдулаев при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики. Вести. Чеченская Республика. В ходе своего рабочего визита в Чеченскую Республику Владимир Путин посетил новую мечеть имени пророка Исы, мир ему. Святыни почетного гостя встретил муфти Чеченской Республики Салах Хаджи Межиев. Здесь президенту вручили знаки удостоверения почетного гражданина Чеченской Республики. Владимир Путин, в свою очередь, подарил мечети Коран, украшенный золоченным орнаментом и ювелирными камнями. Впечатлением почетного гостя поделится Мадина Кураева. Строительство одной из красивейших мечетей субъекта завершилось. Расположена она в районе Минутка Грозного. Глава государства Владимир Путин в сопровождении Рамзана Кадырова, муфтия региона и помощника главы Амруди Эдельгириева осмотрели объект. Соблюдая мусульманские обычаи, президент России при входе в святыню снял обувь. Собравшиеся тепло вспомнили первого президента республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Вот мы с ним познакомились. Да. Он рядом. Мы начали вместе работать, а потом подорожать. Вот отсюда все произошло, вот отсюда. Ничего другого нет. У него, говорит, глазами было только интересы чеченцев и чеченского народа. А потом и все. Он этим руководствовал всю жизнь. Смерти не боялся. Неблагодарен людям, тот неблагодарен Всевышнему.
Потому что если мы не видим причины благодати, то как можно увидеть Всевышнего? Поэтому мы сердечно от сердца вас благодарим за то, что вы поверили Ему, Его пути. Его путь нас спас. Его благодарим нашего Рамзана Ахматовича, старшего брата. Саал Хаджи Межиев подробно рассказал дорогому гостю о новой мечети, которая названа в честь пророка Исы, мир ему. Как красиво, да? Вот это не все, было бы. Это все в узбекском стиле, да? Да, Узбекистан. Да. Это Самарканд и Бухара, да? Да, напоминает. Где учился Ахмад Хаджитов. Да. 4 минарета, 52 метра, символизируют 4 мазхаба. В исламе есть 4 мазхаба, это правовая школа, к чему должны придерживаться мусульмане. Ханафиты, шафииты, ханбалиты, маликиты. Но у нас в России в основном шафииты и ханафиты. А росписи делали тоже да, узбекские мастера-художники. Это сура Муддасир. Муддасир – это означает «укрывшийся». Когда пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, когда был ниспослан Коран, его охватила дрожь, и он трясся. Когда он пришел домой, сказал своей супруге Хадиже, чтобы его они укрыли. И она его укрыла. Вот тогда был ниспослан вот эта сура «Я аюгаль муддасир», «О укрывшийся». Эта мечеть названа имени пророка Иса. Он является одним из 5 величайших пророков. Всего было 124 тысячи пророков, из них 313 посланников, потому что посланником может быть только человек в степени пророчества. Вот мы сейчас ехали в машине, даже говорили об этом. У нас единые, общие морально-нравственные ценности. Да. Вот у нас общие морально-нравственные. Да. Это то, что нас объединяет. Да. Хвала Всевышнему. В Священном Коране, Сурат Аль-Майда, 82 стих, Всевышний Аллах говорит: «О Мухаммад, ты непременно увидишь себе самых близких, тех, которые говорят, что мы следуем за Иса, за Иисусом, и говорят, что они христиане. Потому что среди них есть те, которые понимают религии, боятся Господа и не возвышаются горделивостью». Далее Рамзан Кадыров и муфти региона вручили президенту страны знаки удостоверения почетного гражданина Чеченской Республики. От нашего народа хотим вас поблагодарить. Мы как следует не можем вас благодарить, вы заслужите большой благодарности. Но мы можем вас благодарить и быть благодарными. Это звание почетного гражданина Чеченской Республики присваивается вам. Спасибо. Неожиданно совершенно. Благодарю вас. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Здесь же Владимир Путин преподнес ценный подарок мечети, Коран ручной работы, украшенный позолоченным орнаментом и инкрустированной ювелирными камнями. Спасибо вам большое. Это ручная работа. Интересно. Здесь написано: «Вама рамайта из рамайта валакин Аллах рама». Если вы целитесь, это значит, Всевышний Аллах вам помогает достичь цели. Иншаллах, Аллах поможет нам победить. Мы сейчас посмотрели как раз на практике, что делает Рамзан Ахматович. Можно какой-то памятный фото? Спасибо вам большое. Благодарим вас от всего чеченского народа, от мусульман. Вы будете использовать меня, да? Красиво, да? Да, очень красиво. От имени старейшины чеченского народа вас благодарим за все, что вы делаете. Вы защитник не только религиозных ценностей, вы защищаете и семейные, и духовные, и общечеловеческие ценности. Спасибо вам большое. Это значит, что вы здесь хранитель этих ценностей. Да, я искренне говорю. Все наши представители всех наших традиционных религий, вот вы это защищаете. По сути, вы и защищаете наш многонациональный народ. Вы православные, все наши традиционные, 4 наши традиционные. Поэтому
Поэтому это ваша работа, ваша миссия перед народом, перед чеченским народом, перед другими народами, которые исповедуют ислам. Соответственно, другие представители перед своими прихожанами. Но общее дело делаете огромной важности. Не менее важное, чем Рамзан сегодня показывал на полигоне. Он сам пошел там. Благодаря правильному пути Ахмата Хаджи Кадырова и его тесному сотрудничеству с Владимиром Путиным сегодня мы живем в прекрасной и цветущей республике. Глава государства уделяет особое внимание религиозным ценностям, отметил муфти региона Салах Хаджи Межиев. İbrahim Peygamber Aleyhisselam olsun sunç aradol merzik hadilna insa İsa Peygamber Aleyhisselam olsun sunç aradoştol her merzik dina della Erskan dina del purba had olurdu işte o merzik var merzik vi açı so Kur'an dolar so Kur'anlar so Kur'an merdollar Kur'an'ın so bartyalar iza bu sobnahan yok silal yol şu tağan vayna yok silal yol şu Vaylara diyişe on de bok bol boyuz. Onun elçi ostaypan Kur'an lorş, mecdig lorş, din lorş, İslam din lorşa rasi paçakhlar iza busobna haqdal bin qihitan bu vay khomba biş bol bu. Новую мечеть создали в стиле среднеазиатской архитектуры начала второго тысячелетия. Здание состоит из 2 этажей, 4 порталов высотой 20 метров и 4 минаретами в 52 метра. Рассчитана она на 5000 молящихся. Мадина Кураева, Хамзат Хаджиев при поддержке пресс-службы главы правительства Чеченской Республики «Вести. Чеченская Республика». Президент России встретился с семьей Рамзана Кадырова. В теплой, непринужденной обстановке глава государства пообщался с детьми и внуками главы региона. Уже на официальной двухсторонней встрече руководитель субъекта доложил о социально-экономическом развитии и вкладе Чеченской Республики в СВО, о чем спрашивал Владимир Путин у самых младших семейства Кадыровых в сюжете Рамзана Абуева. Уже в ночных сумерках президент России и Рамзан Кадыров вместе в президентском аурусе прибывают в официальное рабочее место главы. Здесь Владимира Путина тепло встречают многочисленные члены семьи руководителя республики. Очень рад вас видеть. Здравствуйте, очень рад вас видеть. Он вас не обижает? Главное, она не начала, да, он рассказывает про меня, да, он. Привет. Папа рассказывал про вас много. Как дома? Спасибо. Здравствуй, Машлетик. Здравствуй, мой хороший. Спасибо, что приехали. Время нашли. Спасибо, что приехали. Мне очень жалко. В село приехали, я сюда не пригласила. Это очень обидно сейчас. К себе. Я еще приеду. Будет повод приехать. Спасибо. Памятную фотографию? Да. Глава региона продемонстрировал президенту страны презентационный ролик на большом экране и подробный макет нового района Грозного имени Владимира Путина. Это грандиозный инвестиционный проект, который станет украшением столицы, комплекс жилых домов и объектов социальной инфраструктуры. Это будет 5-й по счету район, который значительно изменит облик центральной части Грозного и войдет в число самых престижных локаций страны. Здесь, на площади более 200 гектаров, расположатся комфортные жилые дома, 5 школ, 8 детских садов, спортивный комплекс, 2 объекта культуры, общественные пространства и другие социальные объекты со всей необходимой инженерной инфраструктурой. На пресс-подходе глава государства, отвечая на вопрос о будущих планах, которые они строили вместе с первым президентом республики, вспомнил о ситуации на стыке 2000-летий, когда обсуждался вариант переноса столицы, поскольку Грозный находился в руинах. И единственный, кто верил и оказался прав, был Ахмат Хаджи Кадыров. Именно он настоял на том, чтобы город был возрожден на историческом месте. Исполняется 73 года со дня рождения первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Мы много раз пересматривали ваши видеовыступления, где вы отмечаете, что он стал для вас другом, что вы много встречались, переговаривали. Наверняка строили какие-то планы, ставили задачи, идеи по развитию региона. И вот сегодня, спустя 20 лет, посетив регион, все увидев своими глазами,
На ваш взгляд, насколько удалось реализовать планы, которые вы строили с Ахмад-Хаджи Кадыровым в самое сложное для страны и региона, в частности, время? Спасибо. Чуть-чуть удалось. Но много еще придется сделать. Но я уже сказал, вот знаете, когда смотришь на эти планы, если бы не знать и не видеть, что уже сделано, то трудно представить, что это возможно. Вот сейчас мы смотрели новую мечеть на площади Минутка. И с Рамзаном Ахматовичем вспоминали, что здесь было когда-то, да? А здесь были только руины, да? Да и вообще Грозный был в руинах. Я не помню, говорил это публично или нет. Мы с Ахмад-Хаджи думали восстанавливать Грозный вообще или строить новую столицу новой Чечни на новом месте. Это он принял решение восстановить Грозный. Это было его решение. А его сын воплощает эти идеи в реальную жизнь. И у него это получается. Я же всем желаю успеха. Владимир Владимирович, мы довольно часто слышим, как Рамзан Ахматович заявляет, что он сам и все члены команды Кадырова являются пехотинцами президента. Скажите, пожалуйста, в это сложное время для страны ваши пехотинцы оправдывают ваше доверие? Знаете, если бы у меня было еще больше таких пехотинцев, я бы был очень рад. Но и один такой пехотинец много стоит. Спасибо. Начиная двухстороннюю рабочую встречу, Владимир Путин высоко оценил планы развития, отметив их масштабность, и поздравил Рамзана Кадырова с результатами проделанной огромной работы. Глава республики проинформировал о социально-экономическом развитии региона. Рамзан Ахматович посмотрел все, что вы показали, знаю, что вы хотели показать еще больше, но и то, что я увидел, впечатляет. Сейчас вот вы рассказали про планы развития Грозного. Я хочу повторить еще раз, если бы не видел, что уже сделано, трудно было бы поверить, что эти планы реализуемы, потому что они, конечно, носят масштабный характер. Во-первых, хочу вас со всем этим поздравить, с результатами работы. Но, конечно, в большой работе всегда есть вопросы, которые требуют особого внимания. Давайте о них и поговорим. Владимир Владимирович, спасибо, что нашли время приехать. Мы 13 лет ждали вас, но я знаю, что у вас вопросы, которые в ручном режиме управляете, и в том числе и наша республика. Прежде всего хочу вас поблагодарить за пристальное внимание Чеченской республики. Все наши успехи достигнуты во многом благодаря лично вам. В нашей республике социально-экономическая ситуация стабильная. Активно ведется работа по снижению безработицы. Как я отмечал ранее, мы планируем снизить ее к 5% до конца года. Реализуется более 500 инвестпроектов, среди которых такие... Извините, а была она эта безработица в Чеченской республике? Когда вы меня назначали, 76% да. Сейчас 7%. Население больше миллиона вот так насчитывалось, а сейчас 1 550 чем-то тысяч населения. Среди которых такие крупные, как реконструкция аэропорта, железнодорожного вокзала, модернизация цементного завода и строительство гидроэлектростанции. В середине июля, по вашему указанию, провели Кавказский инвестиционный форум. В его работе приняли участие более 4000 делегатов из 33 стран мира. На полях форума подписано 100 соглашений на сумму более 106 миллиардов рублей. Успешно реализуются национальные проекты. Чеченская республика занимает лидирующее первое место по кассовому исполнению нацпроектов и федеральных проектов. Из 25 программ, в которых мы принимаем участие, 21 находится в зеленом зоне успешной реализации. Активно ведется строительство жилья и объектов инфраструктуры. Площадь работы на сегодня составляет 6 миллионов 365 тысяч квадратных метров, а до конца года этот показатель составит 7 миллионов 172 тысячи квадратных метров. С 2019 года в рамках нацпроектов в регионе расселено
178,5 тысяч квадратных метров аварийного жилья. Цифра по метражу приличная. Прилично, да. Рамзан Кадыров рассказал и об участии республики в специальной военной операции. Значительный вклад в защиту интересов государства в ходе проведения СВО вносит региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Так, организации на постоянной основе оказывают всестороннюю поддержку бойцам, а также их семьям. Направляется гуманитарная помощь на освобожденные от ненацизма территории. Республика принимает активное участие в специальной военной операции. С самого начала мы направили в зону СВО более 47 тысяч бойцов, в том числе около 19 тысяч добровольцев. Все они прошли подготовку в Российском университете спецназа. За счет фонда имени Ахмата Хаджи Кадырова бойцы полностью экипированы всей необходимой амуницией и спецтехникой. Также у нас сформирован резерв из нескольких десятков тысяч обученных и оснащенных бойцов, готовых по вашему первому приказу выехать в зону СВО. Фонд направил для жителей освобожденных территорий гуманитарную помощь в объеме более 26 тысяч тонн. В полном мере выполняет свою деятельность республиканский филиал Госфонда «Защитники Отечества». Уважаемый Владимир Владимирович, хочу еще раз поблагодарить за мир, стабильность и процветание в республике. Это все благодаря вашей поддержке. Народ это видит и ценит, и мы готовы выполнить любой ваш приказ. Спасибо за внимание. Рамзан Михайлович, сделано много. И сделано это прежде всего благодаря трудолюбию и таланту чеченского народа. Вот я пошутил, когда сейчас внизу разговаривали с представителями прессы, я так понимаю, когда спросили, вот Ахмат Хаджи многое планировал, вот что удалось сделать. Я сказал, ну, чуть-чуть удалось. Сделано много, но Ахмат Хаджи, уверен, хотел бы еще больше. И ваша задача – реализовать все его планы. У вас это получается. Получается. И, конечно, федеральный центр, Москва, и я как президент, все будем делать для того, чтобы поддержать чеченский народ, жителей республики, в реализации всех планов, которые вы сейчас вот представили и рассказывали мне об этом. Желаю вам успехов. Спасибо вам, Владимир Владимирович. Мы не подведем вас там. В этом году ожидается ввод жилья площадью 834 тысячи квадратных метров. В период с 2023 по 2024 годы республика в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» обеспечила переселение 8032 жителей из аварийных домов. В настоящее время находится в строительстве 14,5 тысячи квартир. Также модернизируется завод «Чечен-Цемент», благодаря чему появится более 250 рабочих мест, а производительность достигнет 1 миллиона тонн цемента в год. Предприятие также выпускает и другие виды строительных материалов. Строится уже и готовится к вводу в эксплуатацию гидроэлектростанция Башенная. Также уже положено начало гидроэлектростанция Николаевская. Также у нас строится в Ачвармактановском районе солнечная энергетика, в Наурском районе введен в эксплуатацию объект солнечной энергетики. И в ближайшем будущем мы сможем говорить, что объем возобновляемой энергии на территории Чеченской Республики он превышает 12%, что является такой довольно-таки высокой цифрой для Российской Федерации, потому что в среднем по России эта цифра приближается 2%. Регион занимает лидирующие позиции по числу успешно реализуемых госпрограмм и национальных проектов. Экономика показывает стабильный и положительный рост. Промышленное производство растет, развивается предпринимательство. Активно привлекаются инвестиции согласно рейтингу инвестиционной привлекательности Агентства стратегических инициатив субъектов лидерах по стране. В Чеченской Республике несколько сотен инвестиционных проектов реализуются. Хотелось бы отметить особенно важные инвестиционные проекты, которые сегодня находятся на контроле у председателя правительства Российской Федерации. Это 5 прорывных инвестиционных проектов. Первый – это особая экономическая зона Ведучий. Вторая – это особая экономическая зона промышленно-производственного типа Грозный. Третий прорывной проект – это строительство международного аэропорта имени первого президента Ахмата Хаджи Кадырова Грозный. Четвертый – это промышленный кластер, и пятый – это сельскохозяйственный агропромышленный кластер. У нас самая главная задача – это повышение инвестиционного климата в Чеченской Республике. Рамзан Ахматович, как известно, создал
для нас, для всех жителей Чеченской Республики, для инвесторов, для партнеров наших всю необходимую инфраструктуру, чтобы мы могли развивать бизнес и создавать новые компании. Но самым главным для инвесторов, которые заходят к нам извне, является безопасность и надежность их вложений. В последние годы наблюдается значительное снижение уровня безработицы, что стало результатом комплексных мер. Одним из главных факторов, способствующих ее снижению, является реализация социальных программ и инициатив, направленных на поддержку предпринимательства, создание новых рабочих мест и привлечение инвестиций. Безработица, около 80% безработицы. На сегодняшний день безработица снизилась до 6,4%. До конца года безработица до 5% прогнозирует. Вот тенцига устабал беш глобально дон альче. Таганвай климат залжи мосмен тахвул альчканаха. Гимси вахчи, аргонен вахчи, галиюк центраха. Ештройк шхалча цига уже строительный белометр чутига так еще денчилта. Очубо беш люрш хлюлиз. Министерство здравоохранения, Люш Безвойн, Министерство образования, Учляс Безвойн. Например, Минтруд Халяча, Минтруд Яха, Ваюш, Цаши, объективы, пансионат здоровья для участников боевых действий ЮИЗа, Тох Юлина ЮИЗа, Дама Хожчек, Хавил Рёш ЮИЗа, Цигаха, 216 человек Белмет ЮИЗа, Иза тоже рабочий метод ЮИЗа, и что Тарамовский революционный центр ЮИЗа, Цигаха, дополнительный новый корпус ЮИЗа, на 96 мест ЮИЗа, и Цабелмет ЮИЗа, вот что ищет Белмет Шмандош, Республика Безработица, Уайвушу, до конца года, и Уайва Тешадуквай. Реконструкция железнодорожного вокзала вышла на финальную стадию. Проводятся инженерные коммуникации, площадь здания 3000 квадратных метров, а вокзального комплекса с пересадочным узлом около 7000. Единовременно он способен пропускать 350 пассажиров в час. Ввести в эксплуатацию планируют уже в этом году. Также ведется строительство еще одного грандиозного объекта – аэропорта. Реконструкция и строительство аэропорта Грозный-Северный у нас проводится в рамках реализации национального проекта «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». Проект включает в себя строительство нового аэровокзального комплекса и аэродромного комплекса. Аэровокзальный комплекс имеет у нас уникальную концепцию архитектурного облика, выполнен будет в виде полумесяца и обрамлен восьмиконечной звездой. А мощность самого здания аэровокзала составляет где-то 1000 пассажиров в час. Это 600 пассажиров внутренних линий, 400 пассажиров международного класса. Сам аэровокзал имеет площадь около 40 тысяч квадратных метров. Оборудован будет 4 терминальными портами с телескопическими новыми портами, и будут созданы все необходимые условия для прилетающих и отлетающих пассажиров. Планомерно формируются контуры нового 5-го района. Он предусматривает строительство 150 современных многоэтажных домов на 2 миллиона квадратных метров. Амбициозность проекта впечатляет. Планируется, что он станет одним из самых красивых районов столицы и значительно повлияет на улучшение городской инфраструктуры. В рамках данной концепции предусмотрены необходимые социальные объекты. Это 5 школ, 9 детских садов, объекты культуры, объекты спорта. Самая примечательная изюминка данного района это является бульвар, пешеходная зона, которая соединяет между собой 2 мечети. И посередине у нас предполагается будет церковь. Данная территория у нас также предусмотрена очень обширной общественной территорией, парковые зоны, места для отдыха людей. В общем, архитектура данного района домов, она очень разнообразная. Здесь и современные стили, и классические стили, и, в первую очередь, арабские традиционные такие стили есть. Есть элементы нашей вайнавской культуры. Региональный общественный фонд за 20 лет своей деятельности охватил своей помощью миллионы людей в десятках странах мира. Он проявляет особую отзывчивость к нуждам обездоленных. Владимир Путин провел встречу с президентом и вице-президентом благотворительной организации Аймани Несиевной и Медни Мусаевной. Политик выразил признательность за активную благотворительную деятельность и еще раз поздравил с присвоением ей в прошлом году Ордена Почета. Глава государства подчеркнул, что это заслуженная награда. Заслуженная награда. Я вас еще раз поздравляю. Спасибо большое, спасибо. Да, все, спасибо, что для моего сына делаешь. Это нормально, так и должно быть между друзьями. Мы всегда должны поддерживать друг друга. Через 2 дня день рождения будет Ахмат Ажи. Пожалуйста.
и будете вспоминать об этом, конечно. Благодарить от нашей большой семьи, дети тоже сейчас хотели поблагодарить тебя за то, что все, что делаешь для нас, для нашей семьи, самое тяжелое время, очень нас поддержал. Спасибо тебе огромное. После насыщенной программы визита поздно ночью Рамзан Кадыров проводил Владимира Путина в аэропорт. Так завершилась 11-я поездка в Грозный первого лица страны. Рамзан Абуев, Ахмед Хизриев при поддержке пресс-службы главы правительства Чеченской Республики «Вести Чеченская Республика». Автопарк Министерства транспорта и связи Чеченской Республики пополнился новыми автомобилями. Их осмотрел лично глава региона Рамзан Кадыров. Всего 73 единицы – это автобусы и легковые машины. Подробнее в сюжете Мадины Нуцалчиевой. На одном из недавних совещаний с секретариатом Рамзаном Кадыровым были упомянуты частые жалобы от жителей региона касательно нехватки такси. Он поручил помощнику главы Чеченской Республики Рамзану Черхикову вплотную заняться вопросом обеспечения необходимым общественным транспортом населения республики. Поручение было исполнено в максимально короткий срок. Новые автобусы и легковые автомобили главе субъекта представили на территории Министерства транспорта и связи Чеченской Республики. Сперва Рамзану Кадырову продемонстрировали новый общественный транспорт. В реализации инвестиционного проекта приобретения подвижного состава наземного общественного пассажирского транспорта для последующей передачи в лизинг, в рамках которого сроком на 7 лет приобретено и постановлено 20 единиц автобусов ПАЗ «Ситимакс-9». Всем стримочек, кош 25 сидячих, 7 стоячих, 21 автобус, есть наш такси. И до конца года, да, мулаха, гранча, Соколовский, ваш дорабелся, коч дешту, а министр Максим Ивашинов. 350 коч, хулит решая Allah. Вензуаньещина, вы харсан тхаш ваюхшар да, чандан, мулавая, число, количество ванисло. Единственная проблема, что это я порт постоянно строить, я что так нет чего такого. Без я дух такси, собьют, сан короткий промежуток, дух есть, сан до хаузинг будет. Что это есть один проблем, что выше общественный транспорт, да, но проблема что تدخل توريناتسيو. السلام عليكم. مو اوتوبوس. الحمد لله. قاتنا يا. اوتوبوس ideal. Idealno, da? 77 students voltak, ja? Danas dok arbor dok moliš, imena i students ne bol dok voltak, maršot će davati, čas pritočan, ime ga za što za djetan, hoće li žal lakni što. Až 77 dan čuje opet, už opšte diferovane, 20 až kida mula, zakazina je bon barku hayal yishu. hayali hash pisa do di ala chule gran shishu. Poručenje što anwari se boga tane hayali شيسات من الانفستيشن عيال شيسات كان هو شو جت يعني اسبوع عيال ويش هاش ده كان شيء زي 73 واش وشي 73 شو كوتش استنى بروتشي تما شالي 73 ما جاء بيسات جراند بود وقت بدي الاوتوبوس شيء غزلو وشو دول ده كان عيال انه جه часто инвестиции عيال на 150 такси هو 27 малые вместимости, штатсан газельшу, а что чек дали, ты иди и тешь, 25 ёкуны гуэ газель средней вместимости ваш, вектор next ваш, а какие 25 жимный гуэ, мен башт будет, что чек дали, жильве, ёкш, ты должен рада, ты соудо лаус. Alla dagen, nära dagen, удобство dagen, alla utköp teknik dagen. Шайо условия дастон, тавычын, удобство халит дастон. Так, временно дочты, да, хаустил дастон, техник дон. Рахмеха не зела дастон, техник хачил техник дастон. Irvesta luoksuu tuo vittaksiä ja lähten heijastaa säännöstä. Hotkan pohtii vittu ja tehdään kasvattu helposti. Että nähdään ja pohtii أنا بعتقد لا في أن كان في شخص لبوا ميريت يا تيوش ثاني أنا شو هاي شو
VIP-класс машин, Mercedes, полицейский, да, Данные автобусы предназначены специально для городских перевозок, оснащены кондиционерами, обладают современной платформой с большой вместимостью, что позволит решить проблему загруженности транспорта в часы пик и скопления пассажиров на промежуточных остановочных пунктах. Также являются низкопольными, что делает их доступными для людей с ограниченными возможностями здоровья. Я, безусловно, рад этому транспорту. Он отличается всем, что вы видите. В первую очередь здесь полноценный автомат-коробка, кондиционер, двухзонный климат-контроль, аудиосистема, бортовой компьютер. Ну и визуально он очень красивый. Для пассажиров, вот посмотрите, покажите, пожалуйста, салон. Огроменный салон, 25 сидячих мест. В общем, со стоячими 77 человек мы можем свободно увезти, привезти. В целях удовлетворения растущего спроса на перевозки пассажиров легковым такси с помощью привлечения средств фонда имени шейха Заида приобретено 50 единиц легковых автомобилей «Лада Гранта». على دون بربيزي دون نكسن دون سبود دون داول دي دون خايش دون نه حش كوتش ليزي دون خايش دون بابيت بيزنس دون ايدل هندو دون ايدل دون نه حش كوتش دين دو انا كازت قوش بالك مش وين السلام عليكم دديك دو ما سي دال عبيت كبير دالت تو بولش دريس الموسم من دون آدم دون حيدم تدري آدم سنون صحيح دون Новые авто начнут обслуживать пассажиров, обеспечивая им комфортные и безопасные поездки в самое ближайшее время. Поручение главы поручения Рамзан Ахматович. Поручение главы 50 грантиали новые. Еще تخلش يتخلش حمدر وتحرين خلال سوي شأنه حتى وآلا ملا أصلا سيخلا ينا چرزید فونده و پیسات گرانده اینا. هنز وی ملا ریشتی ریخو دال مولای پروگرام. هنز پیسات یاسر وی زمین یهو پیسات یوسری و یهو پیسات یوش دکن ساگودا ملا یاسلوش کیپ نهایوش. До конца года также планируется приобрести дополнительные 100 единиц автомобилей «Гранта», а также 25 единиц автобусов малой вместимости «Газель Next». Также символично то, что к грядущей знаменательной дате со дня рождения первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова, количество выставленных машин составило 73 единицы. Мадина Толчиева, Шамсуди Джабраилов, при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики, Вести, Чеченская Республика. В селении Джалка прошли религиозные мероприятия, посвященные 73-й годовщине со дня рождения первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова. В мечети собралось много гостей, приглашенных богословов. Много добрых слов было сказано присутствующими в адрес Ахмат Хаджи и его роли и вкладе в установление мира и стабильности на чеченской земле. Депутат Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации Адам Делимханов отметил, что Ахмат Хаджи Кадыров остался в памяти народа как глубоко верующий человек и богослов, который в выборе того или иного решения всегда ориентировался на свои широчайшие познания Корана и наставления, заключенные в хадисах пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. أحمد حاجي بيركت بعم دوش دال غازت قبل دول مصر ميت تحتنا كل خل دعوتنا وين بوصل دينتي بيخمر سنتي بوصل نوتي قوم غلقتي عادتي إيش تغز قش وي بيج محبو وي قوم يقع برت بو تا وي قوم يقع برت خلرو وي ديل نيق تاخلر بيخمر سنة تاخلر ديل سلام خلصن نوتي قوم غلقتي عادتي وي خلره إز بيلجل دال ست دوين هون دالشي برت بولج متابي إما برت خليش ياسبوخ.
30 команд, представляющие лучшие спецподразделения России, собрались на ежегодном турнире в Российском университете спецназа имени Владимира Путина. Организаторы приготовили для бойцов ряд соревновательных упражнений на выносливость, ловкость и взаимодействие в группе. На полосе препятствий побывала моя коллега Лейла Муртазова. Полные решимости и уверенности на плацу собрались опытные бойцы, чтобы вновь испытать свои силы на ежегодном чемпионате по тактической стрельбе, посвященного памяти первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Руководитель Российского университета спецназа имени Владимира Путина Байбет Арвайханов поприветствовал всех участников. Приветствую гостей, участников соревнований 11-го открытого чемпионата, посвященного имени первого президента Ахмата Хаджи Кадырова. Добро пожаловать в Российский университет спецназа имени Владимира Владимировича Путина. Для вас мы приготовили очень интересные упражнения. Желаю всем быстрых секунд, точных попаданий. Пусть победит сильнейший. Ахмат сила, Аллаху Акбар. Традиционно соревнования проходят на базе Российского университета спецназа. Участие в нем принимает более 200 бойцов из 30 лучших спецподразделений со всей России. Для них разработаны 16 уникальных упражнений различной направленности, рассчитанные на несколько дней. Мы можем организовывать и проводить соревнования подобного рода и подобного уровня. Данные соревнования основаны на реальных специальных операциях. То есть упражнения мы строим, основываясь на том, что уже где-то когда-то проводилось. Для того, чтобы передать бойцам опыт. Но и есть стандартные упражнения, например, такие, как проходит сегодня биатлон или упражнения «Железный человек». Они из года в год не меняются. Все остальные упражнения, они меняются ежегодно. Что дают эти соревнования нашим бойцам? Они дают бесценный опыт, они дают возможность показать себя и всегда соревнуясь, то есть выступая на любых соревнованиях, бойцы пытаются показать более высокие результаты. И, соответственно, при выполнении упражнений, которые основаны на реальных специальных операциях, они показывают более высокие результаты при проведении боевых реальных операций. Соревнование стартовало с состязания биатлон, где, невзирая на жару и ряд препятствий, участники ринулись навстречу сложностям. За право быть лучшими борются 23 команды, из них 8 с различных регионов страны. В рамках биатлона бойцы должны преодолеть дистанцию 3,5 километра, на которой встречаются 8 испытаний разного уровня и характера. Присоединилась к чемпионату и команда начальника обеспечения безопасности главы, куратора Российского университета спецназа Адама Кадырова КРА, специальный полк полиции имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова Ахмат-1, ОМОН Ахмат Грозный и другие элитные подразделения региона. Бойцы показали свои сильные стороны как в индивидуальных упражнениях, так и в командных. Поддерживал своих подопечных и командирский состав. Александр представляет ОМОН «Шквал» из Иркутска. Он прошел все испытания биатлона. Представитель Сибирского федерального округа. Руководство возложило на нас большую миссию, большую ответственность, чтобы приехать сюда на этот серьезный чемпионат. Назовем его международный турнир, потому что братья из других стран также здесь участвуют. Уже не в первый раз мы, уже на протяжении 4 лет здесь участвуем. Все, конечно, здорово. Каждый раз команды все подготовлены. То есть проходных команд, конечно, нет. Это здорово. Конкуренция очень серьезная и хорошая. Всю необходимую поддержку при организации и проведении соревнований оказал региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Российский университет спецназа, проводя подобные чемпионаты, развивает и учит военнослужащих стратегическому мышлению и решению задач в кратчайшие сроки. Сегодня участникам предстоит пройти еще 4 упражнения, где они продемонстрируют свои профессиональные навыки. Само соревнование продлится до 25 августа. Лейла Муртазова, Ислам Ибрагимов, Вести, Чеченская Республика. 27 общеобразовательных школ открылись в Чеченской Республике за последний год. Эти и другие успехи обсуждались на ежегодной августовской педагогической конференции, прошедшей в Грозном. Подвести итоги прошедшего учебного года и наметить планы на будущее собрались преподаватели, директора и руководители общеобразовательных и средних учебных заведений республики.
Министр образования и науки Чеченской Республики Хошбауди Дааев отметил успехи региональных педагогов на всероссийских конкурсах, победы школьников на олимпиадах, высокие результаты ЕГЭ и не только. Так, например, в текущем году в 21 учебном заведении определилось высшее число высокобальников. Их отметили особыми словами благодарности. В следующем учебном году изменения ожидаются и в содержании ряда учебных дисциплин. В частности, это введение 2 предметов – труд, технология и основы безопасности и защиты Родины. В конце мероприятия заслуженными званиями почетных работников сферы образования Российской Федерации наградили 8 лучших педагогов Чеченской Республики. Филолог Русавет Ерса. Ночи матук безан, эцбешна хюршта доку ездила кошур яласо университете дяш ночи факультет чакякна асчаэл. Исайн и безан безри тер дахигаля сонцан и битсабалит. Хар соухдаларна дерес халил билгал якарна ай виричо ханисо школа буабашул. Ахот ай виричрах. Айса мял хагаг мялилинаг تحقق تعجم دحسن خيط قصن وموت بيتسباليتا وين أعمد حاجز ما ألر دات نازق أول دويل حيخر خوشو ديش دولار ديش توقام أخ موت بيتسبايش يعتقوي. К этому часу это все события. Еще больше новостей вы можете узнать на наших аккаунтах в социальных сетях и в приложении «Смотрим». С вами была Лариса Шамаева и до новых встреч в эфире.